Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие, сегодня наступил Новый год по китайскому стилю. В ночь с 31 на 1 считается приход Нового года. Также 1 числа сегодня у нас новолуние. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что даст вам это новолуние, что с собой принесет в вашу жизнь, какие двери и возможности для вас откроет. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя. Так и спросите, что это новолуние мне несет, какие двери и возможности для меня откроет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что от нас сейчас скрыто, и то, что мы желаем узнать. Так, мои хорошие, сложный рисунок вышел, много тут всего вышло. Буду сейчас вам рассказывать. Прежде всего, для кого-то это новолуние обернется новым делом. Новое дело, новая жизнь, новые отношения. Здесь смотрите, как будто бы ребеночек зарождается. Но детки могут быть как и дела, проекты, возможности, новая работа, новый бизнес. Может быть какой-то новый очень удачный контракт, может быть обучение какое-то новое, которое в будущем вам очень хорошо поможет и даст вам сильнейший старт. Ну а кто-то из моих дорогих узнает, что наступила беременность. Здесь беременность в радость идет, девочки, именно в радость. Может быть не ваша, но кого-то из ваших близких, либо родных людей. То есть здесь именно долгожданный момент. Если, девчоночки, вы у меня там лечились, мало ли какие проблемки были по здоровью, то знайте, что вы все правильно делали, мои хорошие. Вы добились, скажем так, права и возможности на то, чтобы иметь ребеночка. Все у вас будет, мои хорошие, хорошо. Дальше. Здесь у меня соединяются люди в союз. Здесь могут быть разговоры о браке, о семье, о том, чтобы встречаться, общаться, сходиться, но никак не расходиться. Здесь все-таки объединение у меня выходит. А в ногах вы видите чаша. Чаша любви, чаша счастья, чаша радости. Здесь, с одной стороны, у меня рыбка идет. Рыбка — это про романтику. Романтика, такое, знаете, легкое, теплое отношение, влюбленность, опять же таки, мои хорошие. А с другой стороны, у меня выходит человечек, который очень хорошо, скажем так, рыбачит, да, и вот прям такой большой у него улов, что ему сложно вытащить эту удочку. Значит, дела пойдут в гору. Возможности появятся люди нужные, появится, может быть, понимание, да, как делать, что делать. Подсказчики хорошие у вас будут, помощники, подсказчики, да, вот люди хорошие тоже идут. Значит, будете вы очень успешно и удачно рыбачить. Вот смотрите, сколько у вас тут птичек. Птички — это как и люди хорошие, да, вестники, так и новости хорошие, которые летят в вашу жизнь. Здесь, девчоночки, вот смотрите, на лодочке, видите, видно вам, на лодочке человечек плывет в вашу жизнь. Аки принц какой-то, понимаете, к вам плывет, к вам ручку тянет, откуда-то слева плывет, либо с очень дальней дороги, либо человек с вами совсем не похожий. Понимаете, вот какой-то такой интересный фрагмент у нас выходит. Значит, девочки, он к вам тянется, он к вам плывет. Здесь, если вы где-то с кем-то познакомились из далекой страны, либо, в принципе, может быть, в вашей стране живет человек, но где-то очень далеко от вас, здесь однозначно вы будете договариваться на то, чтобы встречаться, на то, чтобы он к вам приехал. Может быть, он будет звать вас к себе. Но я вижу, что сложится так, что он не выдержит и сам к вам первой, девочки, приедет. Здесь будет более близкое знакомство, и, возможно, именно с этим человеком у вас тут, скажем так, союз вышел, да? Вы с ним сойдетесь, поймете, что да, это мой человек, мне с ним хорошо, мне с ним приятно, почему и нет, буду общаться, буду встречаться, будем выстраивать наши отношения. Мои милые, еще по левой стороне, да, вот такой принц
может означать возвращение какого-то мужчинки, который долго обещался, либо как-то в один момент испарился, а тут видите, как к вам тянется. Без вас плохо, с вами хорошо. Он к вам тянется и тянется, смотрите, в чашу ручку протягивая, да, в любовь. В любовь ему с вами хочется, мои хорошие. Кто-то из вас, даже будучи, может быть, и в браке столкнется с каким-то вот страстным пылом от мужчины. То есть вы будете удивлены, конечно же, я дама замужняя, что ж ты ко мне пристал. Но с другой стороны, знаете, будет очень приятно. Приятно, что вы девушка привлекательная, что вы девушка видная, и что мужчины обращают на вас внимание. Здесь, конечно, риск, сразу скажу, риск — это такая штука адреналиновая, да, может втягивать. Вы тут поаккуратнее. Если у вас семья хорошая, если союз у вас хороший, девчоночки, не надо рисковать, не надо дергать судьбу за бороду. Это может быть и не совсем правильно. Вот, так скажу лучше вам, да, помягче. Ну, кто понял, тот понял, мои хорошие. Так, еще из важного. Из важного здесь у меня идет какой-то спор достаточно громкий. Здесь у меня 1-2 их бьет, мои хорошие. Вот вы, наверное, тогда, я понимаю, побьете 2. Либо кто-то придет вам на помощь, и ваших, может быть, конкурентов, может быть, ваши проблемы. Да? Человек возьмет вот и побьет их. Заступится за вас, понимаете, заступник идет вам. Либо вы, вот как сами, как воин, да, справитесь с 2 сразу, либо людьми, либо проблемами. Причем, так знаете, очень мощно их так за глотки возьмете, да, через 1 переступите, а 2 придушите. Вот такая идет ситуация. Здесь вам, конечно же, показать всю свою силу, показать всю свою смекалку. Ну а если человечек за вас вступится, мои хорошие, знайте, что по зову сердца он это делает. Не за какие-то там ковришки, не за какую-то оплату, а потому что к вам хорошо очень относится. Дальше идем. По левой стороне у меня вот тут 2 сидят, видите, 2 сидят. То есть люди, которые сидят, либо они какие-то важные, может быть, они при должности, может быть, при каком-то положении. Однозначно люди, которые, ну вот, они вас то ли, может быть, подмять под себя хотят, да, потому что с левой стороны, и я вижу, что вот они большие сидят, да, и вот на одном человечке сидят. А вы по сравнению с ним вот такой маленький человечек, видите? Вот маленький совсем. И вот эти 2 вас пытаются, как, знаете, как под себя тоже, как и этого, подмять. Значит, мои хорошие, я вижу, что вы им не даетесь, и вы им не дадитесь. Кто бы это ни был, начальники, может быть, какие-то мошенники, может быть, даже какие-то люди, наделенные властью, полномочиями, я вижу, что вы свое отстоите. Я вижу, что вы не побоитесь выступить против них. И у вас, мои хорошие, будет своя свобода, своя правда. Ну ничего они с вами сделать не смогут. И вы мало того, что вы за себя постоите, так вы вот этого человечка спасете. Просто вырвете из их цепких вот лап, понимаете? Здесь у вас какой-то месяц, знаете, вот такой борьбы. Хочется бороться, хочется справедливости, хочется свободы, да, вот как революция наступает, ну в хорошем смысле слова. Может быть, вы в принципе человек миролюбивый, спокойный, тихий, а тут, знаете, такая энергия пойдет яркая, эмоциональная. Вам захочется вот именно свободно дышать, чтобы никто никогда там, не только вас, но никого не притеснял, не зажимал, ни как-то не ограничивал. Здесь я вижу страсти идут, пылкие страсти именно из вас. Вы, мои дорогие, знаете, вот, ну, обычно, знаете, как по ступенечкам ходили, да, 1 ступенечка, 2, а тут вы вот начнете летать. То есть там по 3, по 5 ступенек будете за раз брать. То есть у вас энергия идет, вы входите в свое какое-то, знаете, вот как яблочко, да, созревает, наливается. И вы так нальетесь. Нальетесь для своего будущего, нальетесь для того, чтобы действительно схватить ту самую прекрасную звезду, которая вам идет по судьбе. А по судьбе вам идет посох, мои хорошие. Посох — это очень сильный знак. Говорит о том, что будет возможность одна, но невероятно яркая. Возможность, которую просто не заметить сложно. Ее нельзя пропустить. Ее нужно брать и, конечно же, использовать. Мои милые, кто-то может напугаться попервой, да, потому что я вижу, что вы
но вот вы отвернулись, да, от этой возможности, потому что тут двое либо трое вас за руку тянут. Может быть, это ваши родные, может быть, это ваши близкие люди, может быть, переживают за вас, а может быть и ревнуют. Значит, здесь нужно поговорить, выяснить причину, потому что здесь прям репка образовалась. Вы видите, вы спиной к возможности, потому что вас за руки вот эти трое тянут в другую сторону. Может быть, у кого-то отыграется как важная командировка. Может быть, переезд какой-то, да, серьезный. И вас, может быть, члены вашей семьи будут отговаривать и говорить: ну куда ты едешь? Там, может быть, зима на улице, непонятно, что происходит в мире. Мы тут будем с ума сходить, думать, где ты, что ты. Значит, хорошие мои, если вы эту возможность упустите, то следующее будет аж через несколько лет. Это, конечно, печалька, но я вас предупредила. Конечно же, это ваша жизнь. И только вам выбирать, делать либо не делать. Но я бы, конечно, вам рекомендовала, потому что эту возможность вы давно ждали, вы о ней просили небеса, и вам ее наконец-таки дают. Да, может быть, время неспокойное, да, может быть, вы не в лучшей, вот как думаете, да, я не в лучшей форме, либо я там что-то побаиваюсь, что-то переживаю, но ведь не выбирают небеса правильное время, да, там у них нет специального календаря хороших и плохих там ситуаций, обстоятельств и дней. Вот как выпал вам шанс, вам обязательно его и дали. Это действительно шанс. Это считайте, что вы выиграли в лотерею. Кстати, у многих также отыграется как и выигрыш. Выигрыш, победа в каких-то конкурсах, компетициях. Может быть, действительно в лотерею стоит вам сыграть. Потому что здесь также вот фортуна на вашей стороне, и она вам улыбнется. Причем улыбнется во все свои блестящие зубки. Но улыбнется, правда, один раз, мои хорошие. Но улыбнется так, чтобы вам на всю жизнь хватило. Если вы, конечно, ухватите эту улыбку. Будьте тут поаккуратнее. Так, кто-то у меня работу найдет. Работу, которую не оценит с первого взгляда. То есть вы вроде как получите приглашение, придете, вы посмотрите, а вам как-то не понравится. Может быть, условия не понравятся, может быть, коллектив, может быть, в принципе, да, тот объем работы, либо сложность работы вам покажется для вас, ну так, знаете, не совсем ваша. Мои милые, здесь сдаваться нельзя, потому что зацепившись на этом месте, а именно зацепившись, да, не прикипев, а зацепившись, вы дальше себе дадите старт. Старт в карьеру, в новое дело, в новые возможности, в новую себя, мои милые. Здесь очень важно вам браться, может быть, через какие-то преодоления, может быть, придется что-то подучить, чем-то где-то на компромисс, да, пойти на компромисс сам с собой. Но это важно, важно для вашего будущего. Так, здесь первую половину месяца вам лучше как-то планировать свое время, свои дороги. Очень много каких-то помех. Это могут быть природные условия, это могут быть даже какие-то человеческие факторы, да. Прям планируйте заранее, прорисовывайте себе маршрут и желательно еще выходите заранее. Вот это будет хорошо для вас. Что касается деловых вопросов, я вам сказала, вам тут прет, и прет очень даже серьезно. Любовные отношения, ну тут союз, чаша, тут все замечательно. Здоровье. По полной чаше, конечно же, здоровье будет на высоте. Даже если вы хронически больной человек, все равно у вас самочувствие будет лучше, чем ну, обычно, да, в разрезе, если посмотреть. Могут быть всякие там вирусы, да, они сейчас ходят, гуляют, но знайте про себя, вот кто зашел на эту отсыпку, у вас как-то быстро будет. Если даже вы там приболели, буквально там 2-3 дня, все, вы уже на ножках побежали по своим делам. То есть никакой вот, как бы вам сказать, да, вот напряжения, тяжести, что вы там, человек заболел, там болеет неделями, ничего не помогает, в больничку надо. Нет, у вас такого я не вижу. Здесь как-то вот вас как несут, понимаете, как несут. И энергия такая сильная, и вам на все хватает, и на личную жизнь, и на рабочую, да, на бизнес, на какие-то дела, даже на встречи там, с друзьями, там, с коллегами. То есть жизнь горит, причем очень ярко. Мои хорошие, как вы проживете вот эту
скажем так, вот этот цикл Луны, да, новолуние, так у вас и до конца месяца пройдет. Вы, пожалуйста, знаете, что в первые несколько, может быть, дней, ну, дней 5-6, старайтесь денежки свои-то попридержать, чтобы они были у вас, и причем, ну вот, периодически их просматривайте и пересчитывайте, мои хорошие. Не покупайте в первую неделю каких-то, может быть, особо там дорогих, ценных вещей. Не отдавайте ни в коем случае в долг. И ни в коем случае в долг не берите. Не запускайте этот цикл порочный, потому что у кого-то действительно порочный цикл, когда вы, ну, например, вынуждены брать в долг, либо кому-то вы даете деньги, и у вас, ну, это не у всех, конечно, но вот просто здесь я вижу, что человек постоянно как будто бы себе сам перекрывает вот финансовый канал, да, финансовую стабильность выбивает у себя из-под ног своими какими-то действиями, направленными против себя. Мои хорошие, воздержитесь хотя бы первые 5-6 дней, а лучше 7, да, недельку вот прям отсчитайте от 1 числа. То есть 8 числа уже можно, ну, как бы нежелательно, конечно, но можно уже денежку там в долг давать, либо брать, но до этого не надо. И крупных покупок вам тоже делать сейчас не надо. Займитесь лучше своими делами. Здесь, конечно, вас ждет успех. Успех быстро, четко, ясно и понятно все у вас будет. Что вам дают новолуние? Так это мощную энергию и какой-то вот прям удачный, счастливый случай идет, летит в вашу жизнь, мои милые. Не пропустите, не пропустите. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.